Ассаламу алейкум ва рахматуллаху ва баракатуху. Слава Аллаху, Господу миров. Мир и благословение пророку Мухаммаду, саллаллаху алейхи вассалам, его семье, его сподвижникам и всем праведным мусульманам. После моего вчерашнего обращения, видеообращения к руководству республики насчет беспредела начальника колонии поселения 32, уже через час ко мне приехали, начали звонить, в дверь начали звонить на сотку. Я сразу понял, что это из колонии поселения приехали. И я вообще-то не понимаю вот этого Тимура Анаркулова. Услышать свой адрес вот такие слова, которые там говорят весь контингент осужденных, что он ослужил в Афганистане, что он психопат, контужен, матерщинник. И после таких, выслушав такие слова в свой адрес, и после такого хочет со мной еще иметь дело, вот не понимаю этого человека, да? И это потом начали звонить моим родственникам, что это будет считаться за побег. За побег не будет считаться. Я тоже хорошо знаю законы. Мои адвокаты работают. 72 часа в моем распоряжении еще есть. Это 3 суток. И за бегство это не будет считаться. После 72 часов, да, может будет считаться. И со вчерашнего дня руководство этой колонии поселения, наверное, выставило охрану возле моего дома. Вон, во дворе шастают подозрительные типы. Я уже не могу выйти уже сутки на улицу. Все необходимое родственники приносят. И за эти 72 часа я буду решать вопрос только через руководство ГСН, Государственная служба исправительных наказаний. И хочу обратиться лично к председателю Талайбеку Джапарову. Неужели во всей Чуйской области и в Бишкеке нету других колоний поселений с нормальным начальством, с вежливыми, интеллигентными людьми? Есть, я такое слышал от многих других колонщиков. И в Молдавановке там несколько колоний поселений, в Бишкеке несколько колоний поселений, 35-й, 37-й, 48-й я слышал. И что, обязательно, что я с этим садистом Тимуром Анаркуловым буду иметь дело и что-то в ожидании чего-то, да, большого, чего-то неприятного, крупного. Это мое личное обращение к руководству ГСН при свидетельствах общественности Казахстана. А насчет Тимура Анаркулова я еще раз повторюсь. Ты отслужил когда-то в Афганистане в составе спецназа. Рост у тебя по 2 метра. Контузию получил. Про тебя говорят контужен. Психопат говорят. Что подтверждает твои полунеадекватные, полуневменяемые движения, действия и речи, и маты. И непечатные слова. А может быть, Тимур Анаркулов, ты бывший спецназовец, твой рост 2 метра, мой рост 1,85 м.
Может, выйдем, а? Как по-мужиковски. Раз на раз выйдем и решим. Зачем наш скандал вмешивает общественность, широкую общественность? А? Давай выйдем. Один на один по-мужиковски. Если драку хочешь. Будет новое реалити-шоу на онлайн. Как Макгрегор с Мейвезером, а? Давай, выйдем по-мужиковски, что? Если ты спецназовец, я уличный драчун, и уделаю тебе 2 счета. У тебя там, я видел, из-за коррупционных вот этих воровствов у тебя живот вот такой стал. Зад вот так пошел у тебя, знаю. В отличие от тебя, я сейчас натренированный. С спортзал хожу, уличный драчун еще. Жару дам еще. А если серьезно, серьезные люди в руководстве республики, в руководстве ГСИН, решайте вопрос. Почему? Потому что этот Тимур Анаркулов довел многих людей в очень злачные места. Например, в прошлом году был осужден по имени Медер. Помнишь Тимур Анаркулов? Ты тоже над ним издевался, он взял столовую большой нож и погнался за тобой. Ты шиманулся, ломанулся в свой кабинет. Еле спасся. А этого бедолагу скрутили и отвезли в больницу. А в этом году убежавших я вспомнил русскую пару. Богославский и Владимир звали, 22-летний парень. Его жена Вероника была. Вероника была беременна, бедолага. Они убежали. Видишь, до чего-то доводишь людей. Я многих вспомню. Просто не до них сейчас. Из-за твоего зверства и садизма все от тебя убегают. В общем, у меня еще есть 72 часа на онлайн-режиме. Буду сообщать о состоянии происходящего. Спасибо.